Владимир Валерьевич, скажите, пожалуйста, кого вы могли бы назвать своим любимым учителем, либо любимыми учителями? Ну, вопрос очень интересный, отвечать на него можно очень долго. Конечно же, если вспоминать школьные годы, то нельзя не вспомнить мою первую учительницу, это Элеонора Николаевна Ануфриева, которая меня учила, была моим учителем в начальной школе, и Пименова Галина Николаевна, это, соответственно, учительница с 5 по 11 класс, собственно, которая меня выпускала из школы, которая меня подготовила. В общем-то, школа закончилась золотой медалью. Собственно, она меня воспитала как вот такого ученика, способного, в общем-то, по жизни идти дальше и в университет, и в аспирантуру, и дальше остаться в университете работать. Вот. Ну, еще, конечно же, учитель химии Трапезникова Лидия Ивановна, учитель информатики Баженова Светлана Леонидовна. А где вы учились? Я учился в Сыктывкаре, в Сыктывкарской средней школе номер 21. Вот. И, соответственно, учитель физики Говорин Владимир Иванович. Некоторые из них потом меня еще и в моей профессиональной деятельности, с некоторыми из них я в своей профессиональной деятельности встречался и продолжаю встречаться, что очень приятно. Вот. Если говорить о скамье студенческой, о тех 5 лет, в течение которых я обучался на математическом факультете Сыктывкарского госуниверситета, то здесь нельзя не упомянуть первого руководителя моей курсовой работы. У нас со второго курса начинались курсовые работы. Это Бажанов Илья Иванович. С Ильей Ивановичем я на самом деле знаком еще со школьной скамьи, с 10 класса. Он у нас преподавал продвинутую математику. И вот очень, видимо, как-то вот положено, да, вот по жизни, да, вот так вот что-то произошло, что я еще, и на его кафедре продолжал, собственно, был его курсовиком до 3 курса. Вот. Там же на кафедре математического анализа работал прекрасный педагог, которого тоже не забудешь, наверное, никогда. Это Владимир Дмитриевич Яковлев, тоже методист, математик. Собственно, благодаря ему у студентов и возникает любовь к таким дисциплинам, как математический анализ. Собственно, у нас математический анализ читал, но вот такие дисциплины, как математический анализ, функциональный анализ, это вот благодаря вот этим людям, вот эта математическая культура, она, в общем-то, прививается и по настоящее время. Вот. Начиная с 3 курса, так получилось, что я был закреплен по другой кафедре, геометрии, алгебры и математической статистики. И, собственно, там на протяжении 3 лет у меня научным руководителем и учителем, таким, пока вот студентом был Тарасов Владимир Николаевич. С Владимиром Николаевичем мы и по сей день очень видимся часто, и не только общаемся, не только по каким-то там университетским делам или еще каким-то делам, а даже по житейским делам. Тоже прекрасный человек. Вот. Ну и отдельно хочется рассказать о своем учителе с большой буквы. Это Михайловский Евгений Ильич. Так, здесь есть его пособие. Пособие. Пособие, покажите, пожалуйста. Да, математические модели механики упругих тел. Конечно же, это одна из, скажем так, первых изданных вот в таком формате трудов. На самом деле, у учителя их было. С фотографией там есть, да? Здесь, да, есть несколько историческая часть. Книжка является научной, но, тем не менее, есть и, соответственно, и фотография, и позади, по-моему, тут тоже есть фотография. Да. Нет, не в этой. Это в другой. Таких учителей было с десяток. В общем-то, все, что связано было с вычислительными методами механики деформированного твердого тела в Сыктывкарском госуниверситете, в Республике Коми, это все Евгений Ильич Михайловский. Он являлся представителем и основателем так называемой школы академика Новожилова из Ленинградского государственного университета. Соответственно, одна из веток проросла у нас в Республике Коми, в Сыктывкарском госуниверситете. Так вот, с ним я познакомился уже не будучи студентом, а став аспирантом. Уже раньше сказал, что Тарасов Владимир Николаевич был у меня курсовым и руководителем дипломной работы. В общем-то, по результатам дипломной работы была рекомендация поступить в аспирантуру. Неожиданная, на самом деле, для меня, потому что я
вообще говоря, до 5-го курса не связывал свою дальнейшую судьбу с университетом. Но вот опять же, наверное, так должно было произойти, что по окончании университета я принимаю решение, соответственно, поступать в аспирантуру и, собственно, учиться на протяжении 3 лет в аспирантуре по специальности 01, 02, 04 механика деформированного твердого тела под руководством Евгения Ильича Михайловского. В течение 3 напряженных лет работы. Слово напряженных можно понимать в разных смыслах, потому что Евгений Ильич был человек своеобразный, и благодаря, наверное, его настойчивости и требовательности, и, в общем-то, и состоялось то, что в конце 2005 года, то есть на 3-й год обучения в аспирантуре, точнее, сразу по ее завершению, я в Ленинградском госуниверситете защищаю диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Прекрасный был человек, мы с ним вместе жили, опять же, и не только за науку, да, там, за образование или еще что-то общались, мы с ним были и в житейском смысле были очень близки, помогали друг другу, и я думаю, что эти года, наверное, самые такие были интересные, самые насыщенные в моей жизни. Но вот, к сожалению, 3 года назад учителя не стало накануне юбилея. Вот это совсем как бы печальная такая история. Но вот, а в целом история такая вот интересная. Произошла синергетическая сингулярность, скажем так. Ну, если можно так сказать, то давайте скажем так, но в общем произошла трагедия. Вот. А так, благодаря учителю, сначала студент, потом аспирант, ассистент, стал старшим преподавателем, потом доцентом, потом руководителем отдела управления по информатизации и затем с 2011 года директором крупнейшего института точных наук и информационных технологий, где, в общем-то, Евгений Ильич, будучи профессором почетным, также продолжал, в общем-то, преподавать до последних своих дней. Так, своим учителем называл Михайловского и Никитенков Владимир Леонидович. Каким образом он прошелся по вашей судьбе, Владимир Леонидович Никитенков? Ну, с Владимиром Леонидовичем Никитенковым как раз познакомился именно со студенческой скамьи, поскольку он был самым любимым преподавателем у студентов. Лекции практические, семинары на кафедре с чаем, какие-то походы, какие-то мероприятия, абсолютно очень уникальные, вот я в руках держу математикарь, да, значит, уникальные учебно-методические пособия, где вот сложнейшие вещи, связанные с граничными задачами и начальными условиями для обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных, а также методы их решения, так вот расписывались, что абсолютно любому студенту становилось понятно, как вот это все, соответственно, может быть решено и самое главное, для чего оно может быть использовано. Поэтому вот в этом смысле Владимир Леонидович тоже был прекрасным человеком. Ну, и опять же, он был учителем у Евгения Ильича Михайловского, Учеником. Извиняюсь, я говорился, учеником Евгения Ильича. Они оба были заведующими кафедрами, они оба, так сказать, были через стенку буквально работали. И вот эта работа, она, в общем-то, заряжала позитивной энергией весь коллектив и математического факультета, и вообще, наверное, полуниверситета, потому что оба они не были доктор наук, профессор, точка. Они жили университетом и для университета, и, собственно, университет. Учителями с большой буквы. Учителями с большой буквы. Давайте остановимся на том труде, который Владимир Леонидович создал. Ну да, он, в общем-то, уникальную вещь создал. Это, соответственно, Сыктывкарский государственный университет в Лицах первые годы. Вот создать вот такой труд, где в хронологическом порядке с комментариями, как создавался университет, как создавались его факультеты, кто работал на факультетах, на кафедрах. Опять же, с уникальными фотографиями. Я просто диву даюсь, где их можно было достать. С личных дел. Но не все фотографии с личных дел. Есть фотографии и не с личных дел, извините меня. Да. Вот. Так что
опять же, вот этот труд, вот, большой был человек, большой труд сделал. Вот. Так что я не знаю, возможно ли вот в сегодняшние дни вот сделать вот что-то такое. Но здесь необходимо, это все у него в электронном виде ведь было. Все это в итоге... Ну вот я могу только посожалеть, что, к сожалению, вот этот труд, он в электронном виде не сохранился, он сохранился в... Ну давайте назначим кого-нибудь ответственного из студентов, чтобы выполнили эту задачу. Давайте мы ответственных назначать не будем, давайте мы просто сделаем так, чтобы этот труд не умер. Но я его, этот экземпляр передаю вам. Да, Так, мы его подвергнем оцифровке и, соответственно, я думаю, это... Нет, в оцифрованном варианте на компьютере у него было это. Надо будет, у него на диске жестком было записано. Василий Викторович, Ну, давайте... вы потом просто отрежете, но на компьютере у него этого не было. Проверяли. Так, благодарю вас за память. Память, записанная на камеру, она становится вечной. Но мы живем в эпоху информационных технологий Все верно? и сетевого взаимодействия. Да. Цифровизации. Всего доброго. Спасибо.